Уважаемые читатели и подписчики социальных сетей Центральной городской библиотеки имени Ивана Шухова. В нашей видеорубрике «Круглый год про сад и огород» вы узнаете о работах на даче в июле. Июль для дачников – самый лучший месяц. Все уже посажено, растет, а основные заготовки еще не начались. Но в огороде и в цветнике всегда есть чем заняться. Особое внимание нужно уделить поливу, защите растений от болезней и вредителей, подкормкам скальев. В жаркие июльские деньки растения обязательно нужно поливать. Желательно это делать рано утром или поздно вечером, когда нет зноя. В середине июля уже собирают молоденькие кабачки, пока они не выросли более 20 сантиметров. В это же время начинает созревать малина, чуть позже красная смородина, а затем и черная. На грядках и в теплицах процесс созревания также идет полным ходом. Подрастают огурцы, кабачки с патиссонами, помидоры, баклажаны, перцы, готовы к постепенному сбору и другие садовые культуры. После сбора с плодов на освободившиеся грядки сеют салат, зелень, пекинскую капусту, редис и дайкон. В июле также убирают ранние сорта белокочанной капусты и картофеля, желательно выбирая сухую погоду для работы. На освободившееся место сеют сидираты для улучшения почвы в огороде. В жаркую погоду активно размножаются и огородные вредители. Для защиты от них растения обрабатывают химическими и биологическими препаратами, а также народными средствами – табачной пылью, золой, настоем полыни. Летнее время – пора усердной работы для хорошего урожая. Но не забывайте чередовать дачные труды с полноценным отдыхом. Берегитесь от излишних нагрузок и получайте радость от работы на земле.